Слово для выступления предоставляется постоянному представителю Министерства юстиции Джашкумбаеву Аязбеку Долузбековичу. Уважаемый председатель, уважаемый суд, разрешите вам представить позицию по данному делу. Извиняюсь. Предметом рассмотрения в данном деле является конституционность положения закона, предусматривающего утрату гражданства лицом, приобретшим его в порядке натурализации, в случае осуществления деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности, либо прохождения службы в органах иностранного государства. Прежде всего, считаю необходимо отметить, что речь идет не об оценке конкретных решений по вопросам гражданства, а о выявлении конституционно допустимого смысла оспариваемой нормы. Оспариваемое регулирование направлено на защиту национальной безопасности, что является легитимной конституционной целью и прямо предусмотрено частью 2 статьи 23 Конституции. В рамках данной цели законодатель вправе устанавливать основания утраты гражданства, в том числе применительно к лицам, приобретшим его. Такая дифференциация соответствует правовой природе института натурализации и признается в международной практике. Важно отметить, что норма содержит два различных по своей природе основания. Первое – это прохождение службы в органах иностранного государства. Она носит объективный характер, не требует оценочного толкования и соответствует принципу недопустимости конфликта лояльности. В этой части норма не вызывает сомнений с точки зрения правовой определенности. Второе – деятельность, представляющая угрозу национальной безопасности, сформулирована как оценочная категория. Однако данное понятие не является изолированным и подлежит толкованию системной взаимосвязи с действующим законодательством, включая закон о национальной безопасности и нормы уголовного права, конкретизирующие соответствующие угрозы. Использование подобных оценочных категорий в сфере обеспечения безопасности государства является общепринятой практикой и обусловлено объективной невозможностью исчерпывающего закрепления всех форм потенциальных угроз. Вместе с тем принципиально важно, что такая формулировка допускает конституционно допустимое ограничительное толкование. Это означает, что норма может применяться исключительно при наличии объективно установленных и доказанных обстоятельств, свидетельствующих о реальной угрозе жизненно важным интересам государства, и не может толковаться расширительно. Отдельно следует отметить, что оспариваемое основание не носит самоприменительного характера, оно реализуется в рамках установленной процедуры с участием компетентных государственных органов, с принятием окончательного решения и возможностью его судебного обжалования. Наличие судебного контроля является ключевой гарантией, обеспечивающей проверку как законности, так и обоснованности соответствующих решений, исключающей произвольное вмешательство в правовой статус лица. Таким образом, довод заявителя связан не столько с самим нормативным содержанием оспариваемой нормы, сколько с пределами ее возможного толкования. С учетом изложенного, полагаем, что оспариваемая норма не противоречит Конституции в ее общем нормативном содержании при условии ее применения в ограничительном системном доказательном ключе. Ваша позиция понятна. Глеб Алмазбекович, есть вопросы? Нет вопросов. Нет вопросов. Есть вопросы, уважаемый суд? Присаживайтесь.